Схуа Чрыг Андрея Кхуа Вячеслав, Схуа Азга Сыхляпх Азга, Схуа Азга Шаблан Сылятп, Схуа Твахыбза Едены Чанизбьян. Это была фраза на убыхском языке. Меня зовут Вячеслав Андреевич Чиригба. Я лингвист, языковед, который занимается изучением кавказских языков. Моя специализация – это языки северо-западного Кавказа, то есть языки абхазо-адыгские. Это 5 языков: абхазский, абазинский, адыгейский, кабардинский и убыхский язык. Нынешняя лекция посвящена в основном фонетическим особенностям убыхского языка, потому что именно фонетика делает убыхский язык уникальным языком, и именно поэтому убыхский язык попал в книгу рекордов Гиннесса как язык, имеющий наибольшее число согласных. 80 согласных. Начну с этого. Вот. Но несколько слов о народе, который говорит на этом языке. Убых — это маленький кавказский народ, который проживал на территории нынешнего города Сочи и его окрестностей. Сейчас их там нет. Они проживали там с незапамятных времен. И тем не менее, Кавказская война, которая бушевала вот на просторах Западного Кавказа и Восточного Кавказа в середине 19 века, она оказала очень такое губительное влияние на этот народ. Он вынужден был переселиться в Османскую империю. Убыхи были рассеяны на огромной территории Анатолии, от Трабзона до Бурсы, Стамбула и так далее. И в конце концов утратили свой язык. Вот. Язык убыхский, можно сказать, утерян для нас смертью последнего лучшего знатока убыхского языка Тевфика Эсенча в 1992 году. Несколько слов о том, кто изучал убыхский язык. Но первые записи убыхского языка были сделаны в 17 веке турецким путешественником Эвли Челеби, который записал слова и фразы на кавказских языках, в частности на абхазском, на адыгейском и на убыхском языке. Это первые записи убыхского языка, которые нам известны. Около 40 фраз и слов, которые, в общем-то, легко читаются. Язык не очень изменился с 17 века. Затем, уже во время этой Кавказской войны, убыхами заинтересовался русский генерал, который был одновременно прекрасным лингвистом, который написал первую грамматику абхазского языка и грамматику других многих языков Кавказа. Это был генерал Петр Карлович Услар. Вот. Попался в плен молодой убых, и вот Услар получил к нему доступ и занимался с ним около недели, после чего пленник сбежал, но оставил бесценные в записи Услара бесценный памятник своего языка. Это был первый очерк убыхского языка, который был опубликован в конце 19 века в грамматике абхазского языка, в качестве продолжения грамматики абхазского языка Услара. Затем уже о убыхах немного позабыли, и вот в конце 19 века датский путешественник, который занимался малыми народами, Аге Бенедиктсен, путешествовал по Анатолии, по Турции и набрел вот в районе озера Сапанджа на убыхское село Кыркпынар. Вот. И там он понял, что там живут кавказцы, вот, которые говорят на таком вот странном языке. И он записал слова, фразы, маленькие тексты на этом языке, 2 тетради заполнил. И после этого он приехал в Тифлис и передал свои тетради, записи свои. Он не был лингвистом, но просто передал редактору известнейшего периодического издания сборник материалов по описанию местностей племен Кавказа, сокращенно СМОМПК. Это был Лев Лопатинский, вот, который сам написал грамматику кабардинского языка. И Лопатинский сам не стал заниматься публикацией этих материалов. Он передал их другому известному кавказоведу, российско-немецкому лингвисту Адольфу Дирру. Вот. И Адольф Дирр написал сам грамматики ряда малых языков Дагестана и был хорошим лингвистом, кавказоведом.
Вот. И по поручению Академии наук России он выехал в Турцию для того, чтобы записать вот, факт узбекского языка, ставить грамматику и словарь узбекского языка. Это было уже накануне практически Первой мировой войны. Вот. Ему удалось попасть в Турцию и попасть в это село Кыркпынар, где он и записал большое число языковых фактов, данных, фольклор, словарь и практически составил грамматику и словарь узбекского языка. Он написал это все на русском языке, вот, и поехал после этого в Германию, и из Германии переслал все эти данные в Тифлис. Однако, включая и тетради Бенедиктсена. Однако началась Первая мировая война, и эти материалы погибли в дороге. Вот, и теперь практически и грамматика, и словарь были утеряны, а также бесценные записи Бенедиктсена. Вот. Но оставшись в Германии после этого, Дир по памяти и по своим записям составил новую грамматику узбекского языка на немецком языке уже, и словарь издал. Издал в 1927 году в журнале «Кавказика». Вот. После Дира, в общем-то, два ученых заинтересовались узбекским языком. Один из них был венгер Юлиус фон Мессарош, а второй был француз Жорж Дюмизиль. И не зная друг о друге вообще, в одно и то же время они работали в разных регионах Турции вот над узбекским языком. Дюмизиль работал с материалами Дира и в этом селе Кыркпынар, около озера Сапанчи, это центр севера Турции. А Мессарош нашел узбеков на западе Турции, на северо-западе Турции, в районе Бурсы. Вот. И он издал большую грамматику узбекского языка на немецком языке в Чикаго и словарь узбекского языка, а также около 100 пословиц узбекских. Ну, Дюмизиль, в общем-то, также вот на основании своих исследований опубликовал грамматику узбекского языка, вот, а затем продолжал заниматься узбекским языком практически всю свою жизнь, до конца своей жизни. 80-е годы уже 20 века. Вот. И издал огромное число материалов по узбекскому языку, которые практически сохранили для науки этот язык. Фонетически точные записи, грамматическое описание, всестороннее описание грамматики, лексики и фонетики узбекского языка. Это, конечно, бесценный вклад Жоржа Дюмизиля в кавказоведение, в мировую лингвистику и в изучение узбекского языка. Вот. Но не будучи фонетистом, где-то в середине 60-х годов Дюмизиль пригласил позаниматься узбекской фонетикой известного норвежского профессора, кавказоведа Ханса Фогта, который приехал в Турцию, и они поработали вместе с Дюмизилем в двух селах узбекских, Хаджи Осман-Кёй и Хаджи Якуб-Кёй. Вот. И затем, и, конечно, Дюмизиль познакомил Ханса Фогта своим главным информантом, блестящим знатоком узбекского языка Тевфиком Эсенчем. Вот. И Фогт пригласил Тевфика Эсенча дважды в Осло, чтобы позаниматься с ним вот, узбекским языком. И результатом этого явился прекрасный словарь узбекского языка, узбекско-французский словарь узбекского языка и целый ряд очень хороших текстов на узбекском языке. Вот. После этих авторов узбекским языком занимался уже в начале 80-х годов, до своей смерти практически, ученик Жоржа Дюмизиля Жорж Шарашидзе, который был сам вот, по отцу грузином был, ну, происхождение у него такое было от Шервашидзе, князей Шервашидзе, а мать была француженка. Он занимался разными кавказскими языками, в общем-то, и аварским языком, и чеченским языком, а также абхазским и узбекским языком. И Дюмизиль, и вслед за ним Шарашидзе, они работали над большим словарем узбекского языка, но не успели завершить его, и рукопись остается вот недоступной ученым до сих пор. Вот. И, наконец, недавно совсем молодой исследователь из Австралии, Фенвик, написал отличную грамматику узбекского языка на английском языке теперь. Первая такая большая работа о узбекском языке на английском языке. Вышла в Мюнхене, в серии «Языки Кавказа». Вот такой краткий
предисловие к изучению узбекского языка. Я лично сам занимаюсь узбекским языком также уже достаточно давно, и мне удалось посетить Турцию в 1991 году и повстречаться с последним носителем узбекского языка Тевфиком Месенджем. И я записал несколько текстов очень интересных и много слов. Это была для меня, конечно, незабываемая встреча. Теперь я перейду к узбекскому языку. Начну с структурно-типологических особенностей узбекского языка, поскольку они также являются крайне интересными. Но, конечно, узбекский язык очень похож структурно на родственные языки, на абхазский, абазинский, адыгский языки. Вот. Узбекский язык относится к числу так называемых агглютинативных языков. То есть слово «форма» состоит из цепочки морфем, границы между которыми четкие, неразмытые, и каждая морфема наделена, как правило, одним значением. Это такие языки, как тюркские языки, кавказские языки, многие являются агглютинативными языками. Другой особенностью узбекского языка является полисинтетизм. То есть глагольная словоформа способна синтезировать в себя, включать в себя огромное число различных элементов, которые выражают направление, локализацию, несколько лиц, 2, 3, 4 лица, участвующих в разговоре и так далее. Я приведу для иллюстрации такую узбекскую фразу, как «испауляуфаумет». Я не смогу вернуть это ему полностью. То есть целая фраза на русском языке, а в узбекском языке это практически одно глагольное слово. Узбекский язык также относится к числу эргативных языков. Особенностью языков является то, что в этих языках специальным эргативным падежом помечается субъект переходного глагола. В отличие от абхазского языка, в узбекском языке нет ни грамматического рода, ни системы грамматических классов. Главную роль в грамматике узбекского языка составляет глагол, конечно же. Большое число времен, наклонений, форм и так далее. В то же время система имени является очень простой. В узбекском языке имеется два падежа, и также имя различает категорию притяжательности, определенности и числа. Вот кратко, что можно сказать о структурной особенности узбекского языка. И теперь я перейду к главной теме нашего разговора сегодня. Это фонетика узбекского языка, которая является очень, конечно, интересной, поскольку она даже на фоне родственных языков, абхазского, адыгских языков, абазинского, выделяется огромным числом согласных и теми чертами, которые нет в родственных языках. Я о них сегодня расскажу. Согласные узбекского языка делятся на три коррелятивные ряда: звонкие, глухие и глотализованные. Глухие также являются придыхательными. Вот, например, дж, ч, ч, дж, ч, ч, дз, ц, ц и так далее. Согласные обладают тремя тембровыми рядами: нейтральным, смягченным или палатализованным и огубленным, либо лабиализованным. Например, ж, 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 ш, щ, ш, к, ко, г, го и так далее. Имеется также ряд простых, так называемых свистящих, шипящих согласных, аспирантов африкат, которые я трактую как палатализованные согласные. Они производят впечатление шепелявых звуков, средних между свистящими и шипящими. Такие согласные, как дж, ч, ч, африкаты, и аспиранты ж, щ. Кроме того, в узбекском языке имеется фонемный контраст между огубленными шипящими ж, ш и огубленными свистящими з, ш. В отличие от абхазского языка, и как и в адыгских языках, в узбекском языке сохранились латеральные согласные. Это такой очень уникальный вид согласных, который произносится продуванием воздуха через вдоль щеки ротовой полости. Имеется два аспиранта латеральных, звонкие л, адля, и глухое ш, аща, а также глотализованные африката т, т. В абхазском языке эти согласные отсутствуют, однако их очень много в языках Дагестана. Кроме того, уникальной особенностью узбекского языка является наличие в этом языке системы фарингализованных согласных. Очень многие согласные имеют фонемные пары или противопоставления.
нефарингализованные и фарингализованные. Фарингализация – это такой фонемный признак, который образуется таким гортанным призвуком к основной артикуляции. Например, м, б, в и так далее. Убыхскую систему согласных можно представить в виде следующей таблицы. Вот, теперь я просто буду идти по этой таблице и читать эти согласные, чтобы вы поняли их произношение, как они звучат. Вот. Я не буду давать слова, просто слоги с этими согласными. И начнем с лабиальных или билабиальных смычных, которые различаются на простые и фарингализованные. Простые билабиальные смычные — это б, аба, п, апа, п, апа. И фарингализованные билабиальные смычные б, аба, п, апа, п, апа. Затем идут зубные или дентальные смычные, которые являются в убыхском языке либо простыми, либо лабиализованными или огубленными. Д, ада, т, ата, т, ата. И лабиализованные. Б, адба, п, атпа, п, атпа. Затем следующий ряд смычных — это велярные смычные, которых в убыхском языке представлены в такой дефектной форме. Нет простых велярных смычных, которые были утрачены, но есть палатализованные или смягченные и огубленные или лабиализованные. Вот такие смычные, как г, агя, к, акя, к, акя. И огубленные го, агва, ку, аква, ку, аква. Далее идет увулярный ряд. Увулярный — это согласные, образующиеся в районе маленького язычка увулы, вот здесь вот, в гортани. Увулярные согласные в убыхском языке не имеют звонких коррелятов, они имеют простые корреляты, палатализованные корреляты и огубленные корреляты. К, ака, к, ака, к, ака, к, ака, ко, аква, ко, аква. Вот. Далее следуют те же согласные, но с фарингализованным призвуком. Это отдельные фонемы, поэтому помещаются в отдельную графу. Фарингализованные, увулярные. В убыхском языке вообще нет фарингализованных, палатализованных согласных, вот, но есть простые и лабиализованные. Х, ака, ко, ака, хо, аква, ко, аква. Вот, на этом заканчивается система смычных, и мы показываем теперь, как произносятся убыхские африкаты. Убыхские африкаты, начнем с дентальных или зубных африкат. Они также разделяются на звонкие, глухие, глотализованные, а также на простые, палатализованные и огубленные, или простые, смягченные и лабиализованные. Дз, адза, ц, аца, ц, аца. Теперь палатализованные, дентальные африкаты. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. И огубленные или лабиализованные дентальные африкаты. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. Это были свистящие африкаты. Теперь перейдем к шипящим. Шипящие африкаты не имеют лабиализованных или огубленных коррелятов, только простые и смягченные. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. И смягченные. Дж, аджа, ч, ача, ч, ача. Имеется лишь одна глухая латеральная африката в убыхском языке, глотализованная африката. Кл, атла. Затем мы идем к спирантам, системе спирантов в убыхском языке. Начнем с
губно-зубных спирантов. Имеется, система не является симметричной, имеется простой губно-зубной в, ава, но он встречается очень редко. А также имеется более обычная фонема, это простой глухой спирант, губно-зубной спирант ф, афа, ф, афа. И также есть фарингализованный губно-зубной звонкий спирант в, ава. Затем зубные спиранты или дентальные спиранты, которые не имеют глотализованных коррелятов. Звонкий, глухой, и также простой, палтализованный и огубленный. З, аза, с, аса, ж, ажа, ш, аша, ж, ажа, ш, аша. Далее идут шипящие спиранты, которые имеют в своем составе звонкие, глухие корреляты, а также простые, смягченные и огубленные. Ж, ажа, ш, аша, ж, ажа, щ, аша, ж, ажа, ш, аша. Далее следуют латеральные спиранты. Это л, звонкий, л, аля. И глухое ш, аша. После латеральных следуют велярные спиранты. В узбекском языке они являются лишь простыми. То есть нет ни смягченных, ни лабиализованных коррелятов. Это г, ага, х, аха. Зато присутствует полная система увулярных спирантов в составе звонких, глухих, а также простых, палатализованных и огубленных. Г, ага, х, аха, ре, аря, хе, аха, го, агуа, хо, ахуа. Вот. И также эти увулярные спиранты имеют фарингализованные корреляты. Повторяю, опять же, без палтализованных вариантов, только лишь простые и огубленные. Г, ага, х, аха, го, агуа, хо, ахуа. Но ларингальный спирант х в узбекском языке очень редко встречается лишь в заимствованиях. Но можно сказать, что он присутствует на периферии фонемной системы. Теперь идем к сонорным или сонантам. В узбекском языке простая система сонорных, и тем не менее там есть различия в губном ряду между простыми и фарингализованными сонорными. Значит, носовой сонорный, билабиальный м, ама и фарингализованный коррелят м, ама. Затем идет зумный сонорный н, ана и вибрант р, ара. Вот. И, наконец, мы подходим к глайдам. Их называют и глайдами, можно назвать их сонорными. Билабиальный глайд в, ауа и его фарингализованный вариант в, ауа. Например, ауа, собака по-узбекски. И, наконец, последняя фонема – это палатальный спирант е. Вот такая система узбекского консонантизма. Она, конечно, вызывает удивление, поскольку это громадная система в своем составе содержит 80 согласных фонем. Хотя есть ученые, которые считают, что их еще больше в узбекском языке. Вот. И на этом фоне, конечно же, в узбекском языке очень простая система гласных. Всего 3 гласные фонемы. В абхазском языке, в базинском 2 гласные фонемы. Это вообще минимум существующих в языках мира. Меньше уже не бывает, не может быть одной фонемы. Но в узбекском языке 3 фонемы, как и в адыгских языках. Это краткое, долгое а и ы. В узбекском языке также встречаются гласные звуки о, у, и. Однако они являются результатом сочетания основных фонем а и с лабиализованными или палатализованными согласными. В узбекском языке ударение не такое сильное, как в абхазском языке, однако оно тоже различает слова местом ударения. Например, ванджа – щенок, ванджа – секрет,
Аша – год. Аша – серб. Сытп – мой отец. Сытф – я отец. На этом я закончу первую лекцию об русском языке. И далее будет следовать лекция о других западно-кавказских языках. Спасибо за внимание.